Koy Ece koy. Ayka! Aylık, 4 aylık, 5 Ayka! saldı dedim. Ayka! Со стороны Алия туғандардан ешкім келген жоқ. Только пострадавший кирди. Алия жақтан ешкім туғандардан келген жоқ. Сейчас секретарь подойдет и дальше. Жоқ, ошо айтып атпай кирип атышат депчи. Амансызбы көрөрман, сиз медиа хабты көрүп жатасыз. Бүгүн 23 декабрда тиш тазалоо операциясы маалында каза болгон Алия Кубанычбекованын өлүмү боюнча сот өкүмү чыкты. Алдыда сиздер сот процесси кандай өткөнүн көрөсүз? Признать Кадырхулу Айваныч Назирдиновну виновной в совершении преступления предусмотрен частью 4 статьи 41, частью 3 статьи 370 и частью 2 статьи 152 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. По ним назначить следующие наказания. По части 4 статьи 41, части 3 статьи 379 Уголовного кодекса Кыргызской Республики наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. По части 2 статьи 152 Уголовного кодекса Кыргызской Республики наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на 2 года. На основе статьи 77 Уголовного кодекса Кыргызской Республики путем частичного присоединения назначенных наказаний Кадырхулу Айваныч Назирдиновну окончательно определить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на 2 года с отбыванием наказания исправительно-наказуемого общего режима. Примененную в отношении Кадырхулы меры пресечения в виде домашнего ареста изменить до вступления приговора в законную силу, применить в отношении меры пресечения в виде заключения под стражей, взять под стражу в зале суда. Туратбекову Айнуру Туратбекову признать виновным в совершении преступления предусмотренного частью 4 статьи 41, часть 3 статьи 379, часть 2 статьи 146 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. По ним назначить следующие наказания. По части 4 статьи 41, часть 3 статьи 379 Уголовного кодекса Кыргызской Республики наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. По части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Кыргызской Республики наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на 2 года. На основе статьи 77 Уголовного кодекса Кыргызской Республики путем частичного присоединения назначенных наказаний Туратбеку Айнуру Туратбекову окончательно наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на 2 года. Искаковому Туратбеку Бакбуловичу предъявленному обвинению по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Кыргызской Республики признать невиновным и оправдать за отсутствие его действия состава преступления. Признать Искаковому Туратбеку Бакбуловичу виновным в совершении преступления, предусмотренным частью 4 статьи 41, частью 3 статьи 379 и частью 2 статьи 245 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. По ним назначить следующие наказания. По части 4 статьи 41, часть 3 статьи 379 Уголовного кодекса Кыргызской Республики наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. По части 2 статьи 245 Уголовного кодекса Кыргызской Республики наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год. На основе статьи 77 Уголовного кодекса Кыргызской Республики путем частичного присоединения назначенных наказаний Искаковому Туратбеку Бакбуловичу окончательно определить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительно-наказуемого общего режима. Срок отбытия наказания считается момент фактического задержания, то есть с 1 марта 2024 года. На основе статьи 82 Уголовного Кыргызской Республики освободить Искакова Туратбека Бакбуловича от отбывания наказания в виде лишения свободы с применением пробационного надзора сроком на 3 года. Талайбеку Даниила Талайбековичу по предъявленному обвинению по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Кыргызской Республики признать невиновным, оправдать за отсутствие его действия состава преступления. Признать Талайбеку Даниила Талайбековича виновным в совершении преступления, предусмотренным частью 4 статьи 41, частью 3 статьи 379 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, и по нему назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительно-наказуемом общем режиме. Шамурзаев Баиш Ханбекович по предъявленному обвинению по части 4 статьи 41, части 2 статьи 152, части 2 статьи 245, часть 4 статьи 41, часть 3 статьи 370, часть 2 статьи 367 Уголовного кодекса Кыргызской Республики признать невиновным и оправдать его за отсутствие его действий состава указанных преступлений. Признать за Шамурзаем Баишем Ханбековичем право на реабилитацию после вступления приговора в законную силу направить Шамурзаева Баиша Ханбековича извещение в следственном порядке возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием. Кстати, Талайбеку Даниила Талайбековича, Искаковому Туратбеку Бакбуловичу, Туратбеку Айнуру Туратбеку и Кадырхулу Айваныч Назирдиновну солидарную компенсацию морального вреда в размере 1 миллион сомов и материальный ущерб в размере 541 745 сомов в пользу потерпевших. Приговор может быть обжалован, на него может быть принесено представление в апелляционном порядке Бишкекский городской суд в течение 30 суток со дня его провозглашения. Koy Ece koy. Ayka! Aylık, 4 aylık, 5 Ayka! saldı dedim. Ayka!
Бир жыл бою мынакей 3 жашар кызыбыз Алиянын бүгүн чечими чыкты. Бардын камакка алды. Бир эле нааразы болгонубуз ушул тиги ким эле Исқақовго провация берип койду. Самый главный фигурант да бул болчу, директор болчу, ал жерге допускать этпейт болчу. Бирок ошого биз кичине нааразы болуп калдык. А так бүгүнкү сот акыйкаттуу болду деп ишендик. Исқақовду гана ушу провация кылып койду, ошого кичине нааразы болдук. Эми бул бойдон калбайбыз, биз деле обжаловать этебиз. Ошо чындык бар экенине ишенип калдык. Кагылайын, ошол тырмактай кызыбызды куштай кылып эле учуруп жүрдүк да ушулардын шалакылыгынын азабынан. Эми бүгүн акыйкат чечим чыкты деп кичине өзүбүзгө келип атабыз. Алиянын тайнеси болом. Кызым үчүн мен ушунчалык кайгырып, атасы экөөбүз ошол жерде эс алдыра албай, чел үстү түшүп, жинди болуп аткан жеринде биз ошол үстүнөн чыкканбыз. Ошону бизди эч ким следователь эмес, следователь туура эмес эметкенине бизди эч суракка алган эмес, чакырган эмес. Ошондо жанында ким болгон деп. Мына ошонун баарын көтөрүп 1 жылдан бери биз ушуну катып, ичибизге кан жутуп келдик. 1 жылдан бери ыйлап сыктап, жанагы бери карап күлүп, ары карап ыйлап жүрдүк, жана жомокто айткандай. Анан мына ошондон берки ушунчалык күйүт болдук. Кызыбыз үчүн, кызы үчүн, мен өзүмдүн кызым үчүн күйүт болуп, жана ошондой эле неберем үчүн күйүт болуп, ушунчалык ичибизде кан жутуп келдик. Мына ошондон бери келатабыз. Мына туура 1 жыл өттү. Биз эмне болуп жашаганыбызды деле билбейбиз. 1 жыл кантип өткөнүн да билбейбиз. Бул аябай резонанстный иш болуп калды. Бул биринчи кыргыз историянын тарыхында мындай врачтар жоопкерчиликке тартылып атат. Урматтуу кыргыз элим. Башындан эле врачтар 146 статья менен обычно жоопко тартылчу. Анан ошо 146 статья менен менее тяжкие преступления менен баары эле боштондукка чыгып, амнистия колдонуп, пробация колдонуп, мындай менее тяжкие преступления болгондо врачтар өзүн мындай жоопкерчиликте тарткан эмес, сезген эмес. Бирок бул биздин тарыхта биринчи жолу ушундай сот процесс болуп атат, когда ошол врачтар реальный сроктарды алып, өзүн жоопкерчиликти сезип, ошондой коомдун ичинде ушундай оказывается врачтарды да жоопкерчиликке тартса болот дегендей бул биринчи окуя болуп чыгып атат.